эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Тушу шерстистого носорога уникальной сохранности нашли в Абыйском районе. Подробности в начале выпуска. Новогодние выходные не повод расслабляться. Административная комиссия увеличит количество рейдов по развлекательным центрам Якутска. В Москве подвели итоги онлайн-конкурса «Большой дальневосточный квест». Кто в числе победителей? Застрявшие под Алекминском авто выбрались из снежного плена. Все 12 машин, которые увязли в снегу на участке между Сыныехтахом и Мархой, выехали и продолжили путь в сторону города Алекминска. На помощь застрявшим со стороны Алекминска выехали большегрузы с необходимым запасом топлива и продуктов питания. По данным синоптиков, вчера вечером в Алекминске температура воздуха составляла минус 23 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. Стоит отметить, что автозимник, на котором застряли машины, должен открыться в январе. Тушу шерстистого носорога уникальной сохранности нашли в Абыйском районе. Как рассказал доктор биологических наук Альберт Протопопов, животное найдено в августе этого года в районе реки Терехтях. По предварительной оценке носорогу 3-4 года, скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью. В числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида. Носорог будет официально передан Академии наук для изучения. В Якутск его надеются доставить в январе. Тогда же находка будет презентована научной общественности. Сохранность очень хорошая. Допустим, с ранее найденными носорогами, допустим, того же Колумского или Сашу, сохранность лучше. При осмотре мной было посчитано, сколько у него зубов, то есть степень генерации зубов, так скажем. Вот. И там же я извлек самый передний коренной зуб, предкоренной зуб для генетических анализов предварительно и для радиоуглеродного анализа, чтобы определить время гибели, эпоху. В России с Нового года увеличатся размеры материнского капитала. На большие суммы смогут рассчитывать как те, у кого уже было такое право, так и те семьи, родившие первого ребенка в 2021 году. Размер материнского капитала после рождения первого ребенка в новом году составит 483 тысячи рублей. В 2022 году этот показатель составит 503 тысячи рублей. А для тех семей, которые родили или усыновили третьего ребенка и последующих детей, размер выплаты в 2021 году составит 639 тысяч рублей. В 2022 году эта сумма увеличится до 665 тысяч. Стратегию цифровой трансформации отрасли экономики и социальной сферы Якутии до 2030 года примут в республике. Ее представил проектный офис на совещании у главы региона Сына Николаева. Основные принципы документа направлены на интересы граждан, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов госвласти. На сегодняшний день в республике в электронный вид переведены более 100 госуслуг, еще 84 планируется перевести до конца 2022 года. Во время совещания глава региона отметил, что без цифровой трансформации невозможно говорить о поднятии экономики, социальной сферы, вопросов госуправления на качественно новый уровень. Я благодарен поисковикам. Отделение МРТ открылось в Якутском республиканском онкологическом диспансере. МРТ – наиболее безопасный метод медицинской диагностики, который позволяет выявлять ранние стадии онкологических заболеваний, контролировать эффективность лечения, планировать хирургические вмешательства и лучевую терапию. Томограф оснащен искусственным интеллектом и запрограммирован на диагностику онкологических заболеваний. Время исследования пациента сократилось практически вдвое. Первых пациентов кабинет магнитно-резонансной томографии начнет принимать в феврале следующего года. Эти центры, они были созданы для того, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь к населению республику. К 2024 году у нас таких центров должно быть 18. В этом году, несмотря на пандемию, мы открыли 3 центра. Это Вилюйский,
район, это Хангаласский район, это Ленский район. И дополнительно еще мы вне плана открыли Центр амбулаторной онкологической помощи в Алеккинском районе. Новогодние выходные не повод расслабляться. Меры по противодействию коронавирусу должны соблюдать абсолютно все. Административная комиссия в этот период увеличит количество рейдов по развлекательным центрам Якутска. В преддверии новогодних праздников число нарушителей все же уменьшилось. За последние 3 дня 5 нарушений. В отношении тех, кто регулярно пренебрегает правилами безопасности и профилактики COVID-19, будут применяться серьезные меры, вплоть до закрытия заведения. Члены молодежной администрации проводят профилактические мероприятия до Нового года, во время и после. То есть будут идти усиленные проверки по заведениям. Просим граждан оставаться дома. Для вас это уникальный шанс провести этот замечательный праздник в кругу ваших близких. С наступающим вас Новым годом! Без свежих продуктов в преддверии новогодних праздников остались 6 наслегов Среднеколымского района. В социальных сетях распространилось сообщение от жителей села Салгы-Итар, которые пожаловались на отсутствие в местных магазинах фруктов и овощей. В ситуации разбиралась Анна Васильева. Новый год без мандаринов, да и в целом без фруктов, овощей и многих других продуктов могут встретить сельчане Среднеколымского района. Обеспокоенные ситуацией жители села Салгы-Итар первого метисского наслега отправили своеобразный крик души по соцсетям. Нам говорят, что зеленый рейс в наше село не полетит. Слышали, что в другие наслега доставили фрукты и овощи. А почему оставили нас? Надеемся, что наш крик души дойдет и нас обязательно обеспечат до Нового года хотя бы яйцами, картошкой и луком. В нашем селе проживает около 500 человек. Неужели наши дети останутся без праздничного стола? Глава наслега ситуацию подтвердил и сообщил, что лично отправлял в Якутопторг заявку на зеленый рейс. В администрации района этим положением дел также возмущены. В начале декабря со стороны администрации села Салгы-Итар в Якутопторг была направлена заявка на выполнение зеленого рейса. В середине декабря на вопрос, будет ли выполнен зеленый рейс с филиала Якутопторг города Среднеколымска, был дан ответ, что в этом году в связи с отсутствием финансирования зеленые рейсы не будут выполняться. Этот вопрос Якутопторгу наши наслега все заявку бросили напрямую. Решение принял сам Якутопторг. Мы ставили вопрос, где дороги, автозимников нету, хотя бы завести. Но этот вопрос даже не рассматривали. Зеленые рейсы курирует Министерство сельского хозяйства республики. На сегодня все поступившие заявки уже практически отработаны. Заявки были формированы до 10 декабря месяца. И по поданным заявкам муниципальных районов мы 9 муниципальных районов на сегодняшний день завоз зеленых рейсов осуществляем. Вот у нас остались последние рейсы. Почему же зеленые рейсы так и не долетели в некоторые села Среднеколымского района? Оказалось, причина проста и банальна. Главы некорректно подали свои заявки и потому попросту не попали в программу министерства. По правилам заявка должна быть подана в Министерство сельского хозяйства. И потом объединенная заявка должна быть доведена до нас. Ну, вот в этой ситуации получилось, что заявка, безликая заявка жителей Салгы-Итар попала напрямую к нам, и в этой заявке нет объемов поставок зелеными рейсами. Конечно, в будущем главам стоит придерживаться регламента. К счастью, надежда на то, что жители данных сел не останутся без вкусного новогоднего стола в этом году, все же есть. Однако теперь это будет зависеть от погодных условий. Мы все-таки готовим этот дополнительный рейс, но это все будет зависеть от погодных условий. Товар весь приготовлен, и если будет погодные условия, то завтра самолет вылетит, вертолет полярных авиалиний ждет. Это что касается села Салгы-Итар. Однако стоит помнить о том, что из 6 сел, оставшихся без овощей и фруктов, от Среднеколымска это самое близлежащее. Остальным придется ждать автозимника. В частности, если говорить про Среднеколымский район, на сегодняшний день мы работаем на автодороге Алазея республиканского значения. Да, по плану автозимник должен был открыт 10 декабря, но по факту сегодня идет только подписание контракта на пробивку данной дороги. Поэтому по населенным пунктам вопрос также другим тоже выходить будет.
Я думаю, что будем дополнительно собирать заявки и, возможно, в январе месяце сделаем дополнительный рейс. Впрочем, после Нового года ожидаются изменения. Участок дороги от федеральной трассы Колыма до границы Чукотского края переходит под ведомство дорог Арктики. Вполне возможно, что благодаря их работе в следующем году проблем со своевременным открытием автоземников уже не будет. Анна Васильева, Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Рейс Москва-Якутск перенаправлен в Нерюнгри из-за метеоусловий. Видимость не позволила произвести посадку. Самолет должен был приземлиться в Якутске в 9:30 по местному времени. В Якутске рыба подорожала в среднем на 300-400 рублей по сравнению с прошлым годом. Ранее чир стоил от 800 до 900 рублей за килограмм. Сегодня хорошая подледка продается за 1200 рублей. На рост цен повлиял низкий улов. Подорожало и мясо. Килограмм жеребятины сейчас стоит от 500 до 800 рублей. Если в Центральной России продуктовый праздничный набор исчисляется продуктами первой необходимости, то в нашем регионе на это влияют продукты местного производства. В Москве подвели итоги онлайн-конкурса «Большой дальневосточный квест», который прошел в рамках Дней Дальнего Востока. В течение месяца участники проходили различные задания, посвященные самому большому федеральному округу страны. 10 победителей получили путевки на Дальний Восток. Кто приедет к нам в Якутию, узнаем из материала Максима Кардозу. Большой дальневосточный квест – это своеобразная онлайн-игра, где участники решают различные головоломки, собирают секретные коды, выполняют творческие задания. Понятно, что все они связаны с Дальним Востоком и его жителями. Принять участие в конкурсе мог любой желающий в возрасте от 14 лет. Всего за победу боролись больше 1200 человек. И среди финалистов оказалась и якутянка Татьяна Кардашевская. В рамках одного из этапов она придумала даже стихи. Привет! Вы хотите на Дальний Восток? Я хочу, в Амурскую область я поспешу. Через арку ворота, место святое, в исторический край я шагну. Увидеть, как лотос свои лепестки распускает, как водолазы медведи за рыбой ныряют. В финале конкурса определились 10 победителей. Каждому из них подарили путевку на Дальний Восток. В недельный тур по Якутии поедет москвич, студент университета нефти и газа Дмитрий Фисин. Привлекают столбы ленские, видел и фотографии, и видео оттуда, и, конечно же, невероятное, скажем так, зрелище. Это стоит точно увидеть. Поехать в этот тур, чтобы посмотреть, как там и люди тоже работают, и как производство отлажено в республике. И мне было бы очень интересно, как выпустить рыбу, нефть и газ. И действительно, Дмитрий сможет увидеть не только традиционные ленские столбы, но и узнать о мегапроектах, которые реализуются в Якутии. И Дальневосточный квест – это прекрасная площадка, чтобы рассказать молодым людям не только о красоте природы, но и о будущих профессиональных перспективах. Главная задача Дней Дальнего Востока – это, конечно, то, чтобы молодые специалисты, у которых много романтики в душе, много хочется сделать. И Дальний Восток сегодня, и Арктика предоставляет такие возможности молодым людям проявить себя, поставить себе большие великие цели и добиваться их. С каждым годом организаторы квеста отмечают рост желающих в нем поучаствовать, а это значит, интереса к Дальнему Востоку у россиян становится больше. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами, берегите себя, носите маски и перчатки. До встречи в эфире.